Здравствуйте! Сегодня мы с вами погружаемся в историю Моголистана. Это такое государство, знаете, которое возникло в самом сердце Азии уже после всех монгольских завоеваний. Да, здравствуйте. Период действительно захватывающий. У нас есть разные исторические выдержки, которые как раз описывают и само это государство, и его, ну, скажем так, непростые отношения с кыргызскими племенами. Мгм. И вот наша задача сегодня разобраться в главном. Как он вообще появился, этот Моголистан? Кто там жил? Какую роль играли кыргызы? Ну и, конечно, почему он в итоге пришел в упадок? Отличный план. Ну что ж, давайте начнем. Моголистан, или как его называли страна моголов, он сформировался где-то к середине XIV века. Это восток Средней Азии. Ага. И вот что любопытно. Племена, которые там жили, дуглаты, канглы, кириты, ну и другие, у них были и тюркские, и монгольские названия. Но важно понимать, к тому времени они все уже давно говорили на тюркском. То есть язык сменился? Да, переняли тюркские обычаи и свои родины считали уже Тянь-Шань, вот эти горы, а не какие-то там степи Монголии. И многие из этих племен, кстати, позже вошли в состав кыргызского народа. Погодите, то есть когда мы говорим «моголы», в этом контексте это не совсем те монголы, что пришли с Чингисханом, это уже кто-то другой. И именно, совершенно верно. Это уже, скажем как, тюркизированное население, которое вот сложилось после завоеваний. Теперь про кыргызов. Да, вот это интересно. Изначально те кыргызы, что жили на восточных окраинах, ну, Алтай, Джунгария, они формально входили в состав Моголистана. Один историк того времени он даже так и написал. Кыргызы тоже из могольских племен. Так, формально входили. Но что-то мне подсказывает, что не все было так гладко. Судя по источникам, отношения были, ну, напряженные. О, еще как! Мягко говоря. Вот именно в этом и вся соль. Кыргызские племена, особенно те, что жили на северном Тиньшане, они в большинстве своем власть могольских феодалов, ну, не признавали. А почему? Что им не нравилось? Ну, во-первых, сами эти могольские феодалы постоянно между собой грызлись. Там шла вечная борьба за власть. Кого ханом поставить, то из Сенбуку, то Юнуса. Постоянные распри. Понятно, нестабильность. Да. А кыргызы, они старались как бы держаться в стороне, не вмешиваться во все это. И вот есть очень показательный момент в источниках. Когда один из этих ханов, Юнус, попытался заручиться их поддержкой в своей очередной борьбе. И что? Они помогли? А вот и нет. Источник говорит, что кыргызы просто разбежались, не захотели ввязываться в эти разборки. Вот это да, просто. Ушли. Сильный ход. Так, а потом ведь были походы Тимура. Как они повлияли на всю эту картину? О, походы Тимура — это конец XIV, начало XV века, они стали просто катастрофой для центральных районов Моголистана. Представьте, центральный Тиньшань при Иссык-Кулье, долина реки Или, все эти богатые земли были, ну, фактически опустошены. Ужас. И кто этим воспользовался? А вот как раз кыргызы, те, что были на восточных окраинах. Они увидели, что земли освободились, пастбища пустуют, и стали их постепенно занимать. Угу. И по ходу дела они еще и подчиняли себе остатки разбитых могольских племен, которые там оставались. В общем-то, к XV веку кыргызы уже очень прочно обосновались на территории современного Северного Кыргызстана. Наверное, их репутация была соответствующая. Вроде бы в источниках есть какое-то прозвище. Такое грозное. Есть такое. Их очень хорошо знали за воинственность. И прозвали «лесными львами Моголистана». Лесные ревы. Звучит. И вот тут еще один ключевой момент, который очень важен для понимания их особого пути. В отличие от многих соседей, могольских племен, кыргызы не приняли ислам. Они сохранили свои, традиционные верования. А язык? И язык. Они говорили на своем тюркском языке. Он был понятен моголам, но все-таки другой. Вот эта культурная, языковая, религиозная обособленность — это, знаете, очень важный фактор их стойкости и их идентичности. Так, значит, у нас есть внутренний распри моголов, есть последствия походов Тимура, есть усиление кыргызов. Что еще добивало Моголистан? Были какие-то внешние удары? Конечно. Куда ж без них? Внутренние проблемы никуда не делись, это раз. А два, в начале 70-х годов XV века случилось мощное нашествие уайрат-монголов. Их еще калмаками называют. Уйраты, калмаки. Это серьезно. Очень серьезно.
Могольские феодалы тогда даже, временно забыли свои распри и объединились под руководством того самого Юнуса, но все равно потерпели поражение. Да. И вот эта вся совокупность, постоянные междоусобицы, внешнее нашествие и тут же рядом постепенное, но неуклонное усиление независимых кыргызских племен, которые занимают все больше и больше земель, все это вместе и привело к тому, что Могулистан к концу XVI века, фактически распался. А как же казахи? Их переселение ведь тоже пришлось на это время. Да, интересный момент. Переселение казахов в пределы Могулистана, это середина XVI века, 1550-е и 60-е годы. Так вот, поначалу оно прошло на удивление бесконфликтно с кыргызами. Почему? А потому что Моголистан ослабел. Земель свободных было много, места хватало и тем, и другим. Пока хватало. Ясно. Давайте тогда попробуем собрать общую картину, подвести какой-то итог. Значит, Моголистан — это государство-наследник Монгольской империи, но уже своим тюркизированным лицом. Совершенно верно. А кыргызы — это народ, который вроде бы и был частью этой системы, но одновременно был и ее постоянным вызовом. Они упорно боролись за свою независимость. Угу. И получается, их вот эта стойкость, сохранение своей особой культуры, языка, умение пользоваться политической нестабильностью вокруг, все это и позволило им в итоге занять ключевые позиции на Тяньшане. Да, вы абсолютно точно уловили суть. Что здесь, как мне кажется, самое главное? Во-первых, это невероятная сложность всей этой этнической и политической мозаики региона после монголов. Все очень переплетено. Да, это чувствуется. Во-вторых, это вот эта вечная, непрекращающаяся борьба за власть, за ресурсы, за пастбище. И, в-третьих, конечно, ключевая роль самих кыргызских племен. Их вот эта устойчивость и культурная, и военная, их упорное стремление к независимости, это действительно во многом определило дальнейшую историю всего Тяньшаня. И вот знаете, какая мысль возникает под конец после разбора этих материалов? Насколько все-таки важно сохранение своей культурной идентичности? Вот этот отказ от ассимиляции, сохранение своего языка, своих верований, как у кыргызов получилось с исламом, например. Насколько это может стать решающим фактором для выживания целого народа, для утверждения на своей земле, даже если ты формально кому-то подчинен? Очень глубокий вопрос. Да, есть над чем подумать, когда смотришь на связь культуры и, скажем так, большой исторической судьбы.